Никто в оккупированный Крым товар за деньги не пропускает. Об этом заявили в штабе гражданской блокады Крыма. На украинском канале «1+1» в программе «Гроши» журналисты на всю Украину рассказали, якобы участники блокады за деньги пропускают товар в Крым. Организаторы акции гражданской блокады Крыма намереваются подавать в суд на журналистов. Подготовленный репортаж называют заказным. Уверены, блокада ударила по украинским олигархам. Есть там Айдана и Чингис. Если они будут не против, они нам позвонят. Мне посоветовали к вам обратиться, чтобы проехала машина. В смысле? Проехала. Сколько, что за машина? Если вы будете на легковых, как-то вы там могу пойти на уступки. Или то это под большим секретом. Это по поводу спринтера. По поводу спринтера? 5 тонн. Который из Киева? Да. Очень люблю деньги, но не в этом случае. Да, все прекрасно понимаю. Но другой возможности заявить о себе как о нации, которая достойна уважения, просто нет. Я не знаю, пытайтесь, если вам очень сильно повезет. Бійці відкрили багажник і побачили коробки. Розказуємо, що вони порожні, але їх ніхто не торкається. Перший пункт пройдено. І до самого кордону нас уже ніхто не зупинить. Вже проїхавши другий пост, ми можемо прямувати на Крим. До самого посту ми доїжджати не будемо, тому що не можемо дозволити собі таку розкіш. На прямой связи с нами из штаба гражданской блокады Крыма находится наш корреспондент Гульсум Халилова. Гульсум, что вы нам расскажете об этой ситуации? Добрый вечер, Эльдар. Сейчас мы находимся на пропускном пункте Чангар. Здесь в штабе гражданской блокады Крыма готовят заявление. Активисты считают, что сюжет, который вышел в эфире программы «Гроши» на телеканале «1+1», является заказным. Активисты блокады уже готовы подавать иск на телеканал. Сейчас же рядом со мной находится командир штаба Ленур Ислямов, также сотрудник информационного отдела штаба Варвара Черноиваненко, а также представители Автомайдан Киев. Они готовы прокомментировать ситуацию и сюжет, который был на телеканале 1+1. Ленур, вы можете рассказать, вы смотрели сюжет, и как вы считаете, для чего был сделан такой сюжет, и как в целом, на ваше мнение, это выглядит, и как вы думаете, для чего в целом был сделан такой сюжет? Да, добрый вечер. Выглядит это, конечно, откровенной ложью. Выглядит это постановкой фактов, компиляцией фактов. Знаете, Шкульсум, когда мы 20 числа на это решились и все-таки перекрыли дороги, мы отдавали себе отчет, мы все взрослые люди, о том, что сколько количества врагов мы наживем на той оккупированной территории. Мы отдавали себе отчет о том, что на материковой Украине тоже есть люди, которым очень невесело будет от того, что мы таким образом закроем им тот многомиллионный бизнес, который они вели с оккупированной территории. Грустно только то, что находятся журналисты, которые не понимают того, что мы хотим, да, саму идею, пытаются ее представить в том свете, что мы собираемся что-то здесь монетизировать. Мы хотим не монетизировать все это дело, мы хотим сделать так, чтобы новая влада украинская доставляла все-таки нам удовольствие от того, что мы находимся в этой стране, в свободной стране. И сегодня уже вообще слово «украинец» – это тождественно слову «свободный человек». И украинцы это доказали. Это вот сегодняшний у нас уже Майдан третий, наверное, в Украине, тот, который мы делаем сейчас, но мы делаем его вместе с крымскими татарами. Крымские татары делают вместе с украинцами, всеми патриотами здесь, для того, чтобы мы изменили владу. В первую очередь ту владу, которая находится в Херсоне, во вторую очередь ту владу, которая находится в Украине у нас в центре. И, естественно, основной у нас напор это на российскую оккупационную власть Крыма, которая ведет с нами в том числе информационную войну, используя в том числе и ресурсы, медиаресурсы украинских медиамагнатов, и как их можно их назвать, там, медиаресурсы Украины. Мы видим, здесь в Херсоне работают несколько российских радиоканалов, которые рассказывают про то, что здесь мы едим младенцев, все такое прочее. В чем угодно, только в этом нас еще осталось обвинить. Я бы хотел, долго не рассуждая на эту тему, предоставить слово все-таки Варваре, это наш информационный блок нашего оперативного штаба, чтобы она показала и рассказала, как на самом деле все это происходило, как компилируются эти факты, чтобы лучше об этом говорили сами информационщики, они это лучше нас сделают. Варвара, прокомментируйте, пожалуйста, с какими именно тезисами вот в сюжете телеканала 1+1 вы не согласны?
Сейчас, секундочку, я как раз восстанавливаю картинку на экране. Меня слышно? Ну, смотрите, дело в том, что журналисты передачи «Гроши», они вкладывали в своей программе нашим активистам реплики, которые наши активисты вообще не произносили. Подтасовывали факты. Здесь были постоянно оторванные от контекста реплики, которые интерпретировались таким способом, чтобы дискредитировать движение и дискредитировать акцию по блокаде Крыма. И мы даже просто вырезали, заскринили по факту те ляпы, которые были в передаче. Вот сейчас я могу продемонстрировать. Да, пожалуйста. Да? Если... Так, скажите, видно? Да, вы можете. Угу. Смотрите, вот, допустим, на этом кадре журналистка передачи «Гроши», она беседует с активистом, который находится на блокпосту. И его слов по факту не слышно. Слышна только часть его реплики, в которой нету ни вопроса журналистки, то есть нет подводки даже к этому ответу. И на субтитрах написано, что если они будут не против, то нам позвонят и мы пропустим. На самом деле в передаче слышна только часть этой фразы. То есть фраза вырвана из контекста, идут шумы, и журналисты интерпретируют текст активиста так, как им выгодно. Или выгодно заказчикам передачи. Дальше. Все время в кадре находятся только ноги, мы не видим активистов самих. Мы можем предположить, что это вообще полностью может быть кто угодно. Далее. Допустим, фальсификация фактов. Здесь это передача «Гроши». Показывает якобы блокпост первый по дороге границы на Каланчике. Вот на самом деле, как выглядит этот блокпост. То есть элементарно найди 10 отличий. Здесь есть дерево, здесь дерева нет. Вот совершенно один антураж, вот совершенно другой. И более такая детальная картинка. Смотрите, кадр построен таким образом, что машины полностью перекрывают пейзаж. То есть невозможно как-то доказать, что это именно является блокпостом на Каланчике, на который якобы приехали журналисты передачи «Гроши». Далее. Все время в тексте звучит, что журналисты курсируют от первого блокпоста на Каланчике ко второму. На самом деле постоянно идут съемки в Чаплынке на блокпосту, и по сути зрителя вводят в заблуждение, его обманывают. То есть это не журналистское расследование, это банальная манипуляция общественным мнением. Компас, видимо, журналисты с собой не брали, поэтому Чаплынку перепутали с Каланчиком. Ну и очень много таких вещей. Допустим, когда, опять-таки, оторвано от контекста берутся слова нашей активистки, которая отвечает отказом на предложение финансового характера. Она говорит: я люблю деньги, но не в этом случае. Что тут же превратно толкуются журналистами с целью исказить реальные факты. Вот, в принципе, все. Ну, то есть можно долго говорить на эту тему. Единственное, что я хотела бы сказать, так уже обобщая, что, наверное, блокада Крыма все-таки работает, если против нас уже начали вести информационную войну. Спасибо большое. То есть, как я понимаю, съемочной группе 1+1 все же не удалось проехать через пропускной пункт Каланчак. Вы понимаете, был такой момент, и он озвучен в передаче таким образом, что якобы журналисты проехали беспрепятственно первый блокпост на Каланчике. На самом деле они ложным путем, обманным, проехали первый блокпост, сообщив о том, что они волонтеры и везут продукты на второй блокпост на кухню. На самом деле именно только из-за этого их пропустили, как волонтеров. Второй пропускной пункт, у них не было никаких шансов преодолеть. То есть дальше кухни они бы точно не поехали. Поэтому полностью данная передача является провокативной, ложной, и цель ее дискредитировать нашу акцию. Спасибо большое. И, Дмитрий, как вы можете прокомментировать этот сюжет и каковы вот дальнейшие действия сотрудников штаба?
Это яркий пример заказной журналистики в лучших традициях российских телеканалов, в лучших традициях Киселева. 1+1, программа «Гроши», подменяя факты, используя манипуляции массовым сознанием, создала данную провокацию. Это говорит о том, что мы многим на сегодняшний день бизнес-структурам и политическим перешли, скажем, их какие-то интересы, как политические, так и финансовые, и они готовы с нами бороться любой ценой и информационно грязным методом, так как фактически борется российская пропаганда. Мы, соответственно, будем реагировать, мы будем подавать в суд на программу «Гроши», на телеканал 1+1 за подобную уже манипуляцию. Спасибо большое. Напомним, что с начала гражданской блокады Крыма на оккупированный полуостров не заехала ни одна груженная фура. На данный момент это все. Студия. Спасибо, Гульсум.